Самые актуальные и глобальные темы поднимались сегодня в детском саду номер 12. Уже в третий раз свои двери для дошкольников открыла научно-исследовательская конференция «Я исследователь, я познаю мир». Все очень серьезно и организовано. Маленьких докладчиков в составе 13 человек судило строгое, но справедливое жюри. Регламент не более 6 минут. За это время детям необходимо полностью раскрыть выбранную тему. И направлено на то, чтобы выявить одаренных детей и популяризацию осуществлять познавательно-исследовательская деятельность как одного из способов познания мира. Выступить первой представилась возможность воспитанницы детского сада номер 5 Карине Юлмухаметовой. В этом году девочка начала посещать художественную школу и всерьез увлеклась рисованием. Там юные исследовательницы рассказали о множестве видов красок. Именно поэтому она решила подготовить доклад на тему «Волшебный мир красок». Я выяснила, что бывает очень много видов красок, и все они отличаются друг от друга составом, поэтому разной краске нужен разный подход. Мы еще маленькие и неопытные, чтобы рисовать масляными красками, но зато рисовать акварельными красками мы просто мастера. Мои опыты помогли мне написать памятку для юных художников. В дальнейшем я продолжу изучать другие виды красок. А вот Роман Мельник из детского сада номер 7 провел для всех настоящий опыт, который назвал «Радуга в стакане». Концентрация сахара в каждой окрашенной жидкости была разной. Чем его больше, тем выше плотность воды. Именно поэтому в бутылке Романа появилась настоящая радуга. Я набрал шприц, розовую воду без сахара и влил ее в стакан. Поднимался и самый часто задаваемый вопрос у детей – вредна ли газированная вода для организма? На это попыталась ответить воспитанница детского сада номер 8 Анастасия Павлова. Сахар вызывает ожирение как у детей и у взрослых. Красители и ароматизаторы вызывают аллергию, разрушают эмаль зубов. Кофеин повышает нагрузку на сердце. Костная кислота вымывает кальций из костей. Пить газированную воду вредно, хоть и очень вкусно. Все темы для проведения исследований дошкольники выбирали сами вместе с родителями. По окончанию конференции были выявлены победители. Аэропорт в Сыктывкаре могут назвать именем первого коми-летчика, уроженца села Усть-Ухта Петра Истомина. В рамках проекта «Великие имена России» в нашей стране до 30 ноября каждый житель может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу «один голос, один аэропорт, одно имя». Голосование проводится на официальном сайте акции, через социальные сети, а также по телефону горячей линии или методом анкетирования. В нашей республике в шорт-лист претендентов помимо Истомина попали уроженец Коми-края, герой Советского Союза Николай Оплеснин и первый глава Республики Коми Юрий Спиридонов. Действительно, что может быть правильнее, логичнее, честнее использовать ворота в наши регионы, ворота в страну для пропаганды, популяризации, познавания нашей истории, нашей культуры. На сегодняшний день в голосовании на новое имя аэропорта Сыктывкара приняло участие около 2000 человек. Пока с большим перевесом лидирует наш земляк Петр Истомин. Петр Анисимович родился в 1891 году в Усть-Ухте в крестьянской семье. Окончил 4 класса. Работал сезонником на ухтинских нефтепромыслах, а также плотником на строительстве нефтяных вышек. Параллельно изучал машинное дело. И вот его в 1912 году взяли в армию. Парень был здоровый. Как говорит его племянница, сапоги он носил 48 размера. Комиссия определила его в военно-морской флот. И попал в школу мотористов. И выучишь, попал на крейсер «Витязь». За мужество и храбрость Истомин был удостоен медали за боевую доблесть. После он был направлен на учебу на бортмеханика, а затем летчика. Тем самым осуществилась давняя мечта молодого устюхтинца. Вот что он писал об этом своим родным. Меня зачислили курсантов школы высшего пилотажа в местечке Ропша под Петроградом. 6 сентября начинается занятие. Советская власть хочет иметь специалистов-авиаторов высшего класса. Буду учиться.
Зимой 2019 года на Восточном фронте создалось тяжелое положение, в связи с чем курсантов выпустили досрочно. Именно на этом фронте Истомин начал участвовать в боевых операциях. Летели 2 самолета. Первый самолет подбили, он как бы хотел его помочь, ему сел на воду, но не успел. Его тоже сбили. И вот они его попали. Ну, как бы белые предложили им так, вернуть звание офицерские, он же лейтенант был в царской армии, и перейти к ним служить, но он отказался. После изнурительных допросов Истомина и его товарищей состоялся суд. Их приговорили к 12 годам каторжных работ, а летчиков к расстрелу. Через несколько дней механики были освобождены. Прибыв в Петроград, они опубликовали в газете «Красный Балтийский флот» статью, в которой рассказали о подвиге своих товарищей – летчиков Истомина и Дмитриева. В советские годы пилоты гражданской авиации Республики Коми собрали средства и установили памятную доску на доме, где родился Петр Анисимович. Сегодня она хранится в Краеведческом музее Усть-Ухты. А не так давно именем первого коми-летчика названа одна из улиц в его родном селе. Чтобы сохранить память о первом летчике коми-народа. Вот в Усть-Ухте у нас сейчас появилась улица имени Петра Истомина. Имя Петра Анисимовича Истомина попало в тройку призеров, за которые будут голосовать жители Коми, чтобы назвать аэропорт Сыктывкара именем наших великих людей, одного из великих людей. Я думаю, что надо назвать именем Петра Анисимовича Истомина. Напомним, голосование продлится до 30 ноября. Проголосовать можно на сайте великиеимена.рф, через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, с помощью телефона горячей линии, он на ваших экранах, а также методом анкетирования. В общественной приемной главы Республики Коми состоялась прямая линия с руководством медицинских учреждений. Из 10 поступивших звонков 2 были адресованы отделенческой больнице. Первый касался нехватки участковых терапевтов. Как заверил заведующий поликлиникой Алексей Моисеянчик, эта трудность временная. Буквально на днях в поликлинике начнет прием еще один терапевт. Второй вопрос – прием анализов на ВИЧ и гепатит. По словам зав. Поликлиникой, такие услуги их учреждениям не оказываются. Выход из ситуации – сдавать анализы платно в коммерческих клиниках. Вопросы в адрес руководства Сосногорской ЦРБ касались лекарственного обеспечения и приема врачей. Так, например, позвонила женщина и рассказала, что ее мать, проживающая в Сосногорске, из-за состояния здоровья не может сама прийти на прием к врачу. А без диагноза лечение невозможно. Терапевт должен посмотреть вашу маму на дому. Это зависит от того заболевания, которое есть у вашей мамы. В зависимости по профилю заболевания, смотря заболевание хирургическое, терапевтическое, неврологическое. Давайте мы с вами остановимся на том, что завтра придет доктор, посмотрит, и потом уже мы в больнице коллегиально этот вопрос обсудим. Бабушка новорожденной внучки пожаловалась на то, что ребенку не сделали прививку от гепатита Б, посоветовав маме с младенцем оплатить и сделать прививку в Ухте. Такая же ситуация сложилась с обязательным осмотром ребенка узкими специалистами. Самой прививкой, то есть вакцины гепатита Б не было. Сейчас она поступает, поэтому прививку сделают бесплатно. Что же касается обязательных осмотров, то, по словам главврача, Сосногорская ЦРБ заключила договор со своими коллегами из Ухты. Поэтому пройти необходимых врачей можно будет бесплатно, но в определенное время. А вот взрослым из Нижнего Одесса и Сосногорска придется подождать, поскольку сейчас работает медкомиссия в рамках осеннего призыва. Как только она завершится, доктора вернутся на свои рабочие места. Рассказала Алла Яковлевна и о том, что в этом месяце решится вопрос с обеспечением лекарственными средствами стационаров. Это была общая проблема всех медучреждений республики. Сегодня ситуация взята на контроль Минздравом. Подводя итог прямой линии, Алла Федосенко отметила, что с каждым разом звонков поступает все меньше. Это говорит о том, что большая часть вопросов решается на месте в рабочем порядке. В медучреждениях этому уделяют большое внимание. 16 ноября городской дом культуры «Горизонт» приглашает жителей и гостей города на концерт народного гармониста России Игоря Шипкова. Начало в 18 часов. Билеты в кассе ГДК.